друзья! В сегодняшней программе «Достояние». А с вами, как всегда, ее ведущие Лада Матвеева и я, Карина Григорьева. Харизматичность, грамотность, ответственность, артистичность, честность, доброжелательность. Лада, о ком идет речь? Я перечисляю качества, которые присущи нашему герою, а именно шоумену и ведущему различных мероприятий Садовскому Сергею Михайловичу. Добрый день, Сергей Михайлович. И мой первый вопрос. Быть ведущим мероприятий, быть известным, узнаваемым – это было вашей мечтой? Во-первых, добрый день. Как сказать мечтой? Я бы не сказал, что я об этом мечтал. Это произошло как-то само собой. Можно сказать, даже случайно. В принципе, я об этом не мечтал. Вот как получилось, так и получилось. Продолжая тему мечты, хочу спросить, какие мечты детства не удалось воплотить в жизнь? Вопрос, конечно, интересный. Какие мечты не удалось воплотить? Вроде все удалось воплотить. Космонавтом я не мечтал быть, спортсменом тоже, но великим артистом, само собой полагается, тоже не мечтал. Мечтал о том, чтобы жить счастливо, нормально, вот чтобы, как вот объяснить это простыми словами, чтобы была любимая работа, чтобы была семья, любимые люди рядышком. Вот это, наверное, все воплотилось. Самое главное, то, что действительно я счастливый папа, потому что у меня 3 детей. Я счастливый дедушка, потому что у меня есть внук, и он радует каждое утро меня, просыпаясь, прибегая ко мне в спальню, и говорит: «Дедуля, это огромное счастье. У меня есть работа, на которой я хожу с удовольствием. У меня есть хобби, от которого я получаю удовольствие. И, конечно же, получаю заряд энергии, который дает вот именно на какие-то творческие новшества, что-то вот такое, что-то новое. Вот иногда хочется, бывает, просыпаешься ночью, какая-то мысль тебе придет в голову, и ты думаешь, как же ее воплотить. У меня есть дом, у меня есть крыша, у меня есть машина, у меня есть хобби, это мои рыбки, например, у меня дома 3 аквариума. Я думаю, то, что у меня все исполнилось, но, конечно же, каждый человек хочет, чтобы в его жизни было очень много всего хорошего, положительного, но на данный момент я думаю, то, что у меня все хорошо. Вы по образованию медик, а еще и юрист. На мой взгляд, это абсолютно разные профессии. Почему вы выбрали именно эти специальности? Так, как говорится, есть такое выражение: человек предполагает, Господь располагает. Вообще, будучи в вашем возрасте, будучи подростком, передо мной стоял выбор, куда пойти учиться. И вот после школы у меня было 2 пути. Первый путь – это музыкальное училище, куда я очень хотел пойти учиться, но родители не хотели меня отпускать из дома, поэтому они настояли на том, чтобы я поступил в медицинское училище. К творчеству, конечно, меня больше тянуло, поскольку в вашем юном возрасте я посещал очень много всевозможных кружков, секций. В то время, в котором я вырос, это было время Советского Союза, и вырос я, конечно же, не здесь, не в Канаше, хотя родители мои отсюда родом. Я вырос в Казахстане, есть такой город Темиртау. Это город, в котором находится Каркадинский металлургический комбинат. И вот в этом городе возможностей для детей было очень много. Я посещал вокальную студию, я посещал фольклорный ансамбль, я участвовал в хореографической студии, занимался спортом,
какого только спорта я не перепробовал. Это был и конькобежный спорт, и хоккей, и футбол, и настольный теннис. Но возможностей, конечно, было очень много. Но и вот по воле судьбы я поступил учиться в наше Канашское медицинское училище. На 4-м курсе я полюбил женщину свою любимую, вот, создал семью и, конечно же, после окончания медицинского училища у меня стал вопрос, дилемма, куда пойти работать. Дело в том, что вроде бы медицинские специальности они нужны, но в то же время вопрос трудоустройства он стоял довольно-таки остро. Вот после службы армии я поступил на работу в железнодорожную санэпидстанцию нашу. Руководителем тогда был главный врач Ершов Станислав Николаевич. Помню это отчетливо, как это все получилось, как меня приняли на работу. Но зарплата помощника санитарного врача, она не такая большая. У меня на тот момент уже была семья, подрастал старший сын, вот, и стал вопрос о том, что как прокормить семью. Учение свет, говорят, да, но получается так, что можно учиться, можно и работать, но в это время нельзя забывать о семье. То есть о том, что, во-первых, годы были тяжелые, 90-е годы, и были такие моменты, что когда за место денег выдавали на работе товаром, вот нужно было крутиться, вертеться, находить способы продать этот самый товар, мебель, допустим, получали на детские пособия, и вот как-то выкручивались. И стал вопрос, надо получать высшее образование. Вот. Но по медицине, если идти по медицине, то тогда, соответственно, нужно было мне бросать работу и, соответственно, идти учиться. Медицину у нас обучают только очно, а заочного отделения нету. И вот тогда я выбрал профессию юриста, и вот параллельно с работой я обучался в Московском государственном социальном университете. Ректором тогда была Ира Русланова Раиса Ильинична. Вот, и вот заочно закончил вуз. После окончания, конечно же, пришлось трудоустроиться уже по специальности. И вот по сей день я тружусь в органах санэпиднадзора, потому что вот, это, видать, моя судьба. Дело в том, что трудовой путь у меня начался вот железнодорожный СЭС, Центр гигиены и эпидемиологии. Ну и вот так по воле судьбы я продолжаю работать уже в межрайонном Центре гигиены и эпидемиологии, то есть филиал, который находится у нас здесь в Канаше. И, соответственно, каждый день, прихожа на работу, принимаю посетителей, решаю какие-то вопросы, которые возникают по ходу работы нашей организации. Вроде бы все хорошо. Быть в центре внимания, обладать ораторским искусством, некой харизмой – это было дано от природы или все-таки пришлось работать над собой? Интересный вопрос. Что-то, голос, может быть, какая-то харизма, это, наверное, дано природой. А все остальное, наверное, это уже дело наживное. Но работа, в чем заключалась она? Наверное, отчасти в том, что проведение любого мероприятия – это, наверное, какая-то внутренняя способность определять, что хочет человек, который находится в зале. Потому что любое мероприятие – это чистой воды импровизация. Нужно чувствовать зал, нужно чувствовать атмосферу, которая находится в зале. Нужно чувствовать моменты. Ведь иногда
слезы радости в момент проведения торжества стоят дорогого. Иногда в конце вечера, когда вот заканчивается мероприятие, ко мне приходит юбиляр, например, или молодожены, говорят: спасибо вам большое, мы за сегодняшний вечер и поплакали, и посмеялись от души, и повеселились. Но эти слова, они стоят дорогого. Вот, я думаю, здесь больше нечего сказать. Когда вот человек выражает слова благодарности, вот в этот момент просто-напросто подпитываешься энергией. Бывают такие ситуации, когда человек, например, не всегда может, например, после завершения вечера сказать ответное слово, например, вот узнать, вот все равно хочется, как любому ведущему, хочется узнать, какое же впечатление осталось после проведенного мероприятия. И вот начинаешь себя как бы изнутри не то что корить, а вот самобичевание, что ли, как можно так выразиться. И думать, просчитываться, думать, где-то что-то я сделал, может быть, не так. А потом, например, через какой-то промежуток времени там приходит смс со словами благодарности, и тогда просто-напросто выдыхаешь и просто думаешь, значит, все хорошо. Значит, не зря была подготовка к мероприятию, потому что сколько бы лет я не занимался проведением мероприятия, все равно волнуюсь, как будто в первый раз, потому что я так думаю, что если человек перестает волноваться перед торжеством, перед мероприятием, то, наверное, человек уже как в плане профессионализма, наверное, уже потерял свою специфику и сущность. Любой нормальный человек, он должен волноваться, я так думаю. А долго ли вы готовитесь к мероприятиям? И кто вам в этом помогает? Так, недолго, но за неделю, наверное, это точно. Наверное, самый главный эксперт – это, наверное, дети, которые, у них взгляд, наверное, немножко по-другой, они смотрят на вещи в другой плоскости, но я уже просто после того, как выслушиваю какие-то, может быть, критические моменты, потому что есть и такое дело, дети критикуют иногда меня, вот, я уже делаю выводы и уже, соответственно, делаю какие-то корректировки. Вот так, наверное. Ваш голос знает каждый житель города. Вы ведете городские мероприятия. Какой городской праздник вам запомнится больше всего? Наверное, каждое мероприятие, оно запоминается особым случаем. Но, наверное, самое первое мероприятие – это проведение Парада Победы 9 мая. На этом празднике как раз присутствовал на тот момент президент Чувашской республики Николай Васильевич Федоров, вот, депутаты Госсовета Чувашской республики, депутаты Госдумы. Вот это, наверное, своего рода какой-то волнительный момент присутствовал при проведении этого мероприятия, но и еще все равно День Победы это праздник очень такой личный, это праздник общий в то же время, потому что отмечает вся страна, но в то же время и каждую семью этот праздник задевает по-особому. Это праздник, не зря говорят, праздник со слезами на глазах, и даже вот когда читаешь стихи, либо проводишь, вот как говоришь какие-то слова с трибуны, и на тебя смотрят и ветераны, и горожане, жители нашего города. Конечно же, иногда бывает так тяжело, с комом в горле, но вот как-то держишь себя в руках, эмоции, потому что иногда бывает зашкаливают. В моей семье мои деды участвовали
Великой Отечественной войны. Один где-то Иван Тихонович, он прошел 2 войны. Он сначала прошел финскую, затем в Великой Отечественной войне он получил ранение, после которого ему ампутировали ногу, его демобилизовали. Другой дед у меня тоже после контузии был демобилизован. Но нам как бы повезло, то есть в нашей семье домой пришли, можно сказать, все, но это вот из таких близких, но есть родственники, которые не вернулись. И, конечно же, вот праздник 9 мая – это праздник, который вспоминается, и он помнится всегда. Слова ветеранов, которых становится с каждым годом все меньше. И вот в преддверии 75-й победы нашего народа в этой войне, конечно же, очень хочется, чтобы до этого юбилейного года дожили наши ветераны, чтобы их было побольше. Потому что с каждым разом их все меньше и меньше. Вот спасибо им, конечно, большое за победу. А у меня вопрос про семью. Расскажите, чем занимаются ваши дети, супруга? Так, ну, семья у меня, может, по нынешним меркам, можно сказать, большая для кого-то. Ну, для меня кажется, что она самая обыкновенная, самая нормальная. У меня прекрасная супруга, с которой на этой неделе мы справим 28 лет совместной жизни. Вот. У меня 3 замечательных детей, 2 сына, которые уже взрослые, и самая младшая дочь Дарья. Дети мои служат Отечеству, они сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вот. Средний сын у меня закончил Ивановскую академию МЧС России. Старший тоже служит в МЧС у нас в нашем пожарно-спасательном отряде, который находится в городе Канаш. Оба сына они служат у меня здесь. Младшая дочь у меня, она учащаяся 8-й школы. Самая младшая, да. Но у меня помимо этого еще есть и внук, которому 2 годика и 3 месяца, который, наверное, зажигалочка наша, будильник наш, потому что ни свет, ни заря. Если просыпается наш внук, то все в доме просыпаются. Вот. Ну, супруга у меня работает в ювелирном салоне. Так, мой главный стилист. А работа у вас на первом месте? Или вы не делите свою жизнь на семью и работу? Я не знаю, но работа – это работа, семья – это семья, как можно делить? Потому что 1/3 нашей жизни мы проводим на работе и как бы оставляем свою частичку себя на рабочем месте. Ну, а семья – это семья – это святое. И я думаю, здесь никаких таких делений не должно быть. Сергей Михайлович, вы считаете себя счастливым человеком? Да, конечно. Конечно же, я счастливый человек. Что для счастья нужно? Ну, вот для каждого человека, конечно, счастье – это понятие разное, но для меня, во-первых, счастье – это когда дома все хорошо, когда все живы-здоровы. Слава Богу, у меня мама жива. Слава Богу, у меня родители моей супруги тоже живы. Потому что родители – это самое святое, самое первое слово, которое мы произносим на этом свете – это слово «мама». И все лучшее в человеке – это от лучей солнца, от молока матери. Вот моя мама, слава Богу, жива-здорова. Я благодарен Богу, то, что это так. Ну, что еще? У меня есть любимая жена, у меня есть любимые дети, у меня есть внук, у меня есть работа, у меня есть хобби, от которого я получаю удовольствие, от которой я заряжаюсь. Вот. Но, слава Богу, есть крыша над головой.
Ну а что еще для человека надо? Что еще для счастья надо? Самое главное, чтобы все, я говорю, живы и здоровы, а остальное все приладится. Вы человек улыбчивый, жизнерадостный, позитивный. Что вам придает уверенность в жизни? Мысли говорят материально. Если человек думает позитивно, то вот это весь позитив, он, наверное, воплощается в жизнь и сопровождает нас по жизни. Но если человек вот пессимист, если все плохо, если все не так, то, я думаю, жить-то неинтересно. Нужно радоваться каждому дню. Нужно благодарить Бога за то, что мы каждый день просыпаемся, открываем глаза и видим солнце. Нужно улыбаться, нужно говорить больше нежных и ласковых слов, потому что эти нежные ласковые слова, они все равно, наверное, подбадривают всех окружающих. Если у человека, например, что-то дома не ладится, если какие-то проблемы, и другой человек улыбнется, пошутит, может быть, пожелает хорошего настроения, хорошего дня. Я думаю, это передается от человека к человеку, и позитив, он всегда должен сопровождать людей, потому что, ну, я говорю же, не зря говорят, добро, оно спасет мир. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей передаче. Всего вам самого наилучшего. И вам спасибо. Мне было приятно с вами сегодня пообщаться. Поэтому, ну, всем хочется сказать, конечно же, пожелать мира, добра, ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Потому что все желания, которые вот у нас есть в подсознании, они воплотятся, если в это хорошо, если в это верить. Если человек верит в то, что будет все хорошо, то оно, я думаю, то, что все исполнится. Еще раз повторюсь, то, что мысль материальна, поэтому нужно мыслить позитивно, и тогда будет все хорошо. До свидания. Удачи вам и новых идей. Спасибо. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Сегодня мы узнали, что работа ведущего очень актуальна на сегодняшний день. До новых встреч, дорогие друзья! Увидимся в следующем выпуске.